Доброй ночи, дорогие друзья. Сегодняшний видеокаст будет о Путине. И называется он «Кавказ как последний бастион Путина». Почему Кавказ я считаю последним бастионом Путина? Кавказ – это последний регион на территории России, который продолжает поддерживать Владимира Владимировича Путина после пенсионной реформы, фактически после отмены пенсии в Российской Федерации. Почему Кавказ поддерживает Путина? Это отдельная, очень интересная тема. Я проводил свои исследования, опросы, а также я опираюсь в своих выводах на тех исследованиях, которые проводили другие специалисты на Кавказе в наше время и в предшествующие годы. И вот к какому выводу я пришел. Кавказ до сих пор поддерживает Путина, несмотря на провальную пенсионную реформу, по следующим причинам. На Кавказе воцарился мир. После 2 чеченских войн на Кавказе наконец воцарился мир. И Кавказ очень боится войны. Мир навел Путин. То есть, если мы помним, вспомним историю, то война началась при Ельцине, а мир навел Путин, когда пришел в 1999 году. И Кавказ это помнит и это ценит, потому что самое страшное, что может быть на Кавказе, это война. И на Кавказе все страшно ее боятся. И вот если этот последний бастион падет, если Кавказ восстанет против Путина, это будет означать 2 вещи. Первое. Отставку президента. Путин уйдет, он будет вынужден уйти, потому что он лишится в стране всякой поддержки. И второе, это распад Российской Федерации. Потому что с уходом Путина Российская Федерация с высокой степенью вероятности будет распадаться. В том числе и потому, что будет отделяться Кавказ. Именно поэтому те события, которые сегодня происходят на Кавказе, они тревожат всех. Они тревожат федеральный центр, который все это отлично понимает. И люди, в частности крымчане, севастопольцы, наши новые регионы, то есть мы ждем, как Путин отреагирует на те события, на ту бучу, которая сегодня развернулась в Ингушетии, на эти многочисленные митинги, которые проходят каждый день в центре Магаса. От исхода этого митинга, то есть будет ли митинг погашен, или митинг перерастет в какое-то более серьезное противостояние, или митинг спровоцирует отставку главы субъекта Ингушетии, вот из этого будет уже видно, как события будут развиваться на Кавказе дальше. Будет ли мир худой или начнется война и как следствие начнется распад Российской Федерации. Спасибо за внимание. Доброй ночи.